представляли все лагеря, и они называются смертельные. Второй лагерь был значит, ну, первый, вернее, был, ну, где-то были лужайки, где можно было воду найти попить. А третий была чистая земля, а вокруг протекала какая-то речушка. А все лагеря, внесенные проволокой, вахта стоит, немцы окружали, охраняли. И вот все пить хотят и ползут к этому, буквально вот ограда и тут же вода. Чтобы дотянуться кружечкой до воды, тут же расстреливали. Не давали, чтобы воды попили. Ну, а третий лагерь, он освободился 19 марта, где 10 дней мы там простояли в болоте. Загнали в чистейшее болото, вот просто вязкое болото, где мы простояли 10 дней. Мы – это единицы. Основная масса детей там и легли. У меня даже есть альбом, так лежат все, я принесу показать. Мне подарили такой альбом и с моими фотографиями там, где сколько трупов там лежит, и взрослые дети. Пить там, где стояли, там, где ходили, там и пили. Вокруг трупы и туалеты, и питьевая вода. Все на одном месте. Ну, каждый, уходя из дома, какую-то тряпку схватили, что-то какую-то одежду переодеть. Ну, какой-то узелок каждый имел с собой. Вот через эти 3 тряпочки процеживали воду, давали пить, чтобы дать попить. У кого была большая сила воли, и кто выжил, только грызли кору, листья сухие, вот за счет этого выжили. У меня дедушка пек эти. Мы жили, пустошка наша была через лесок, дорога на Рогачев. И к нам проползали из леска партизаны. Наш дом был последний. И дедушка мой пек хлеб. И он как-то сухари у него тоже. И больше всего они просили сухари, насушить сухари, не только испечь хлеб. И легче нести, и все такое. И вот мы всегда с мамой сидели ночами, пока дедушка отправил партизан. Они ползком приползали к дому последнему, немцы в селе. И мы все время караулили. И так вот, сухариков мы тоже схватили, сколько там мама делила, кто вокруг был, по одному сухарику в день. Кроме того, это болото было на передовой. Цель была просто, как вы знаете, каждая 10-я деревня сожжена с детьми, с людьми. И, конечно, в основном старики и дети. Молодежь они отбирали для работы. И цель была такое болото, где шла передовая, чтобы немцы не могли, чтобы красноармейцы воздерживались от стрельбы на немцев, потому что щит был, так располагался лагерь в этом болоте. Смертельный лагерь, он называется концлагерь, смертельный лагерь. Ну, еще ж заразили, да, вот, чтобы потом Красная Армия заражалась тифом. Я не поняла вопроса. Я говорю, что еще с тифом вас заразили всех. Ой, вот, видите? Ой, какая я. Простите меня. О, мне напишут комментарии. Лезет абы куда. Она все хочет знать. Вот. Кроме того, это был щит. Кроме того, там испытывали немцы бактериологическое оружие. У нас они в нашем лагере испытывали сыпной тиф, на Украине, как называется, язва на ногах, вот это нелечащее. Там они испытывали, заражали тоже в концлагерях людей. А у нас пролетал вертолет, рассыпали бактерии. А какие-то бактерии, знаете, сыпного тифа? Вши. Вши, сыпной тиф заражается вшами, только вшами. Вот рассыпали вши. Или зараженного человека сыпным тифом бросали. Уже через сутки вокруг заболела масса. Вот. И от заражения. Вы не представляете, что вши мы сбрасывали себя вот так. Потому что были все заражены тифом.